Салям алейкум, дорогие телезрители. В эфире программа «Крымский вопрос». И сегодня у нас в прямом эфире гость, который, безусловно, всем вам знаком. Это известный российский писатель и публицист Виктор Анатольевич Шендерович. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Добрый день, Игорь. Скажите, вот я подумал перед тем, как мы сели здесь в студии, вы когда-нибудь могли представить, что вы окажетесь в студии крымско-татарского телеканала, да еще и в Киеве? Много чего я не мог представить из своей жизни. Сюжетно, да, сюжетная история. Дело в том, что и вы-то тоже сейчас большей частью, я насколько понимаю, выступаете за границей. Да, самая восточная точка моих концертов — это Харьков. Дальше только Токио. Вот между Харьковом и Токио моих выступлений нет. То есть можно сказать, что вы ведете кочевую жизнь национал-предателя. Да. Я приезжаю, я как-то сформулировал, что я возвращаюсь домой уже только из ностальгических соображений. Ну, просто потому, что я там живу, и это мой город, мои улицы. Но, конечно, забавно, если... Грех жаловаться, потому что тут ведь от чего отсчитывать, если отсчитывать от поколения родителей, тем более дедушек, бабушек, от жизни национал-предателей 60-х годов или 30-х годов. Да меня бы в живых не было, или я в психушке бы сидел, да? А тут разъезжаю по миру. Хотя, конечно, для меня, бывшего невыездного советского еврея, сегодняшняя моя жизнь, это, так сказать, она завершает очень длинный сюжет, 40-летний, скажем, потому что я начинал с того, что я объездил всю Россию-матушку по роду своей первой работы театральной, от Петропавловска-Камчатского. Ташкент еще тогда был нашей родиной. Значит, и в Воркута. Я ездил, работал в театрах, ставил там, проводил семинары, ставил спектакли. А наружу нельзя было, меня не пустили даже в Чехословакию. А сейчас можно сказать, что обратная ситуация. А сейчас совершенно точности обратная. То есть, пожалуйста, Берлин, Париж, Лондон, Сидней, все что угодно. Но не Москва, не Ленинград, не Екатеринбург, не Новосибирск, не крупные города. И это, конечно, очень забавно. А с чего это началось? Вот эти запреты на концерты? Ну, это длинная история, 15-летняя, собственно. Это началось с того, что пришел к власти Путин. Но это же не сразу все. Сразу. Сразу. В моем случае сразу. А, у вас же программа «Куклы». В моем случае сразу, потому что это была независимая телекомпания НТВ, для тех, кто помнит. Это был 2000 год. Первая отмена концерта случилась прямо в 2000 году. Вот пришел Путин, он еще президентом не успел стать официально. А в декабре 2000 года у меня был отменен первый концерт в городе Апатиты Мурманской области. Как туда добралась вообще рука режима? Она тут никуда не уходила. Просто тот же самый мэр города, который еще какое-то время назад стоял в очереди в мою гримерку, чтобы сфотографироваться со мной с телезвездой, и пожать мне руку, и, так сказать, я был званый московский гость, потом просто закрывает на замок амбарный то место, где я должен выступать, и без всяких комментариев. Фамилия этого господина была Басов. Я запомнил. Потом уже я перестал запоминать фамилии этих господ, скорее товарищей. Вот, потому что дальше я был в ту пору телезвездой федеральной. Вот, и это путешествие от федеральной телезвезды до человека, чьи афиши запрещены на территории Российской Федерации, я прошел за 15 лет. Это было постепенно. Правильно ли я понимаю, что сейчас вообще в принципе нигде в России нельзя провести ваше выступление даже в библиотеке? Нет, в библиотеке можно. Вот в Петербурге я там буду выступать лекторий, 50 человек придет. Хотя недавно, поймите, ведь это как собака, дрессировка собаки. Сначала нужно приложить некоторые усилия для того, чтобы ее выдрессировать. Потом она уже все делает сама. Все делает сама. И когда пришел Путин, я говорил, что вот больше всего поразило именно это. Готовность бежать впереди паровоза, готовность заглядывать в глаза начальства и угадывать завтрашние желания. Я как раз про собаку говорил, что палка еще в руке, а собака уже в пути. Еще палку не бросили, она уже туда готова бежать по направлению. И, конечно, очень быстро выяснилась новая политика, и огромное количество людей подхватило радостно это. Вот много оказалось первых учеников. И сейчас уже, вначале Путин должен был заниматься дрессировкой. Дрессировка заключалась в
словах НТВ, Ходорковский, много других случаев, да, демонстрации политической воли, скажем так, демонстрации готовности на беззаконие, демонстрации фразы «танки грязи не боятся». Когда все поняли, что это есть монаршая воля, то все побежали впереди монаршей воли. И уже в Новосибирске давеча отменили мое выступление в библиотеке для слабовидящих. Видимо, побоялись, что прозреют, потому что я не вижу других оснований. 30 полуслепых бабушек и дедушек должны были прийти меня послушать. Отменили. Конечно, это уже не звонит Путин или Сурков. Нет. Это уже местное руководство так реагирует. Точно так же, как директор театра Вахтангова, который отменяет назначенную уже премьеру с проданными билетами, с аншлагом, с Этушем в главной роли, отменяет за 2 месяца до спектакля и выбрасывает мое имя с афиши. Он же это делает не потому, что ему позвонили со Старой площади. Он своим небольшим мозгом понимает, что моя фамилия на афише может быть прочитана кем-то, как бунт. Ему никто не звонит. Да, понятно. Виктор Анатольевич, скажите, за вами вводится такая слава, что, если можно так сказать, уже какими-то такими собачьими категориями вводится, Да, плетется или как-то, но слава провидца. Дело в том, что... Нет, подождите. Я знаю четко совершенно людей, которые были знакомы с вами еще в 90-е годы, и которые мне буквально недавно сказали, что все, что тогда Шендерович говорил, все сбылось, все прогнозы ваши. Что сбылось из ваших прогнозов? Ой, да нет, вы понимаете, какая штука. В России быть таким прогнозистом очень довольно легко. Многим трудно. Потому что, ну, слушайте, зачем же заглядывать в мои прогнозы 20-летней давности? Вы читаете Чаадаева, вы читаете Ключевского, вы читаете Салтыкова-Щедрина, да, вы читаете князя Вяземского, и вы видите дежавю. Ужас, да, точнейшего, это можно публиковать в сегодняшней газете. Недавно в Фейсбуке кто-то опубликовал письмо Белинского Гоголю, которое мы проходили в средней школе полвека назад. Ну, я полвека, вы чуть попозже, может быть, да. Читается как просто крик сегодняшний, письмо 47-го года, да, 1847 года. Читается как сегодняшний крик. Россия страна метафизическая, к сожалению. Россия страна совершенно неспособная извлекать уроки из своего собственного прошлого. Вопрос не в том, что это прошлое есть. Знаете, когда говорят, там, женщина с прошлым, там, да, прошлое разное бывает. Бывает такое, о котором не хочется вспоминать, но человек-то может не вспоминать, а общество должно, если не хочет его повторять, делать выводы, если надо. Но почему этого нет, Виктор Анатольевич? Вот это самая главная проблема. Проблема не в том, что у нас было темное прошлое, оно было у любых народов. И у любого народа есть страницы, которые не хочется вспоминать, и о которых хотелось бы забыть. Но вот этот инструмент, который коротко называется демократия, разделение властей, этот инструмент, этот механизм заставляет людей учить уроки. Возможность, и в этом механизме заложена возможность исправления. Проблема не в том, что у нас было чудовищное вполне прошлое и чудовищный 20 век. Проблема в том, что мы совершенно не готовы осознать это как проблему, совершенно не готовы осознать это как ужас. Мы настаиваем на своем праве гордиться своими преступлениями. Виктор Анатольевич, вот история с Крымом, которая, собственно, стала точкой отсчета вот этого окончательного стремления России в какое-то просто, ну, даже не так далекое прошлое, да? Как считаете, на какие струны в вопросе аннексии Крыма надавила власть? Что она затронула такое в людях, что они радостно восприняли это, несмотря на то, что, может быть, должны были осознавать, как вы говорите, какие-то исторические уроки, исторические грабли, в общем, не раз бившие уже... Для того, чтобы осознавать уроки, осознать их надо знать. Ну, просто знать. Ну, неужели не знают? Все историю знают. Афганистан, все это, в общем-то, на глазах-то это не так давно было. Вы знаете, Аристотель говорил известно немногим. Для того, чтобы проводить аналогии,
ужасные вещи сейчас начну говорить, но нужен определенный уровень интеллекта. Аналогия, метафора, да, она требует, чтобы связывать явления, требует некоторого развития мозга. А пафос, энтузиазм – вещь гораздо более простая. Разбудить энтузиазм гораздо легче, чем возбудить сомнение и разбудить мысль. А струны очень понятны. Народу, нации, как и человеку, хочется собой гордиться, хочется себя уважать. А мы ничего не можем предъявить себе самим, не миру даже, себе самим. Мы мало что можем себе предъявить. Сделать из «Жигулей» «Мерседес» не получается. И мы не готовы идти в это обучение. Не получается. Если не получается сделать из «Жигулей» «Мерседес», значит, надо искать опору для гордости в чем-то другом. Надо менять парадигму, надо менять правила игры. И Крым очень точно сдетонировал на вот этой имперской теме. Ну да, мы не можем этого, мы не можем того, но мы великие. Великие совершенно в парадигме XIX века. Когда считался великим тот, у кого больше земли, да? Кто-то замечательно сказал, что если бы Путин жил в XIX веке, он был бы великий правитель. Как же? Появилась новая земля. Представление о величии страны было связано с количеством территорий. Новые территории. Захватили еще и это наше, и то наше. Великий – это тот, который набрал больше территорий. То есть это продукт какого-то такого общенационального комплекса? Ну, я думаю, да, имперского комплекса. Это болит отрезанная рука, Айдер. Российская империя достигла своей высшей точки при позднем Сталине. Забудем о Красном Знамени, о том, что там был какой-то серп и молот нарисован. Поздний Сталин уже с войны, с 1943 года, когда были возвращена имперская лексика, да, весь интернационал был к тому времени расстрелян. Все коммунисты, все комиссары в пыльных шлемах, все люди, которые грезили о мировой революции, все люди, для которых идеалы были какие-то. Советская идея была идеалом свободы, равенства, братства, продолжения каких-то таких идеалов, все эти люди были расстреляны или уже маргинализированы. Это было в чистом виде, особенно после войны, когда Россия фактически приросла огромным количеством европейских территорий, влияние на полмира. Это была, конечно, имперская идея. Не случайно Сталина поддерживали монархисты. Которые жили в то время на Западе. Да. Они расчухали, они увидели в Сталине возвращение просто величия державы. Вот те, кто ставили державу выше человека, личности и так далее. Скажите, Виктор Анатольевич, вот Гитлер занимался тем, что уничтожал евреев. Сталин, вот как раз в те годы, о которых вы говорите, 43-44 годы, начал репрессии в отношении малых народов, небольших народов Советского Союза. Чеченцы, крымские татары, 44 год, и несколько народов было депортировано. Как-то практического смысла вот в этом не было. Вот что он давал понять вот этими своими действиями и репрессиями в отношении уже не людей, уже не политических противников, а целых этносов? Не знаю. Не знаю, потому что мы входим в зону предположений. Но то, что это совпадает с описанным мной переходом от интернациональной идеи ну да, вот к идее супернациональной, да, к идее гордости. державной, да, он поднял тост за русский народ. Он играл на этих струнах. Он, Джугашвили, играл на этих струнах. Он был русский царь. Он себя осознавал как русский царь, безусловно. И, конечно, эта игра уже на имперских струнах, на державных струнах. Продолжу. Так вот, высшей точки достигла русская империя при позднем Сталине, а потом начала разрушаться, да, после его смерти. Разрушаться по историческим меркам довольно стремительно. По историческим меркам очень стремительно. Ну, 40 лет. Господи боже мой. Что такое 40 лет или даже 65, если считать по сегодняшний день? Это маленький кусочек черточки в учебнике истории. Мой любимый пример – это распад Римской империи. Да, для тех, кто помнит школьный учебник. 1-5 век нашей эры. 100 императоров поместилось в эту черточку. 100 римских императоров. Все они одерживали победы. Все они давали прикурить провинциям мятежным. Да? Все они воевали. Мочили в сортире. Мочили в сортире все.
Только потом все они уместились в маленькую черточку в учебнике истории в графе «Распад Римской империи». Это был распад. И то, что мы наблюдаем сейчас, если отдалить, мы сейчас приблизили, да, микроскоп, рассматриваем Крым, да, новейшую историю. Но если посмотреть с дистанции там, двухвековой, если предположить, что человечество уцелеет, и через 2 века будет кому посмотреть на это, то мы увидим, что это время будет называться, ну, для нас, распад Российской империи. Это продолжается распад Российской империи. Сначала ослабление роли Цезаря, 20-й съезд, такая частичная десталинизация. Да? Потом отпадение провинций, 91 год. Это классическое, смотрите, отпадение провинций, это то, что прошли все империи. Потом снова попытка, да, потом реванш, попытка реванш, но попытка с негодными средствами. Провинции не вернуть. Более того, совершенно очевидно, что при таком состоянии дел, таком состоянии экономики, при таком бегстве мозгов, при такой деградации, через какое-то время будет продолжаться это отпадение и распадение. Вот возврат, крошечный возврат Крыма, на самом деле это первая победа, конечно, путинская, если говорить о державной идее. Но для тех людей, которые живут сегодня, для тех людей, которые ощущают себя советскими людьми, которые ощущают эту имперскую идею как свою, которые ностальгируют по тем временам, когда мы могли вломить всем, когда мы противостояли Америке, для них это кажется симптоматикой нашего возрождения. Эти люди плохо знают, не заглядывали давно в учебник истории или никогда. Они не в состоянии понять, что это означает на длинном историческом сюжете. У шахматистов есть такое выражение «дурак увидел шах». Понимаете, Я не что? шахматист, нет. Ну, шахматист видит, что он может ближайшим ходом объявить шах вражескому королю. И как минимум на ближайшем ходе, да, инициатива у него. И он делает этот ход. Радостно. Радостно. Дурак увидел шах. Ему невдомек, что через 3 хода этот шах обернется поражением его, что он разрушил позицию, что он дестабилизировал позицию на доске, что он обнаружил слабости в своей позиции. Дурак увидел шах. Вот дурак увидел шах. Но тут надо понимать, что мы сейчас говорим об интересах России, которые противоположны интересам путинской элиты. Если говорить о путинской элите, о Путине, то здесь надо признать, что это вполне целесообразно. Вся крымская авантюра, вся украинская авантюра, шире, если говорить о Донбассе, и сейчас сирийская авантюра, все это направлено на укрепление личной власти, на возвращение личного статуса. Потому что кто такой был Путин до Крыма? Давайте вспомним, что такое 12-13 год. Ну почему? Путин до Крыма — это человек, который провел Олимпиаду, он же сразу после Олимпиады все это начал. В общем-то, большой нужды самоутверждаться, мне кажется, ему не было. Он был на самом пике своей мирной, скажем так, условной популярности. Да, на Олимпиаде. Да. На Олимпиаде. Ну, тут немножко снесло голову, надо признать, но на том, что Олимпиада все-таки прошла, и на успехе этой Олимпиады, на этом объединении, на росте рейтинга снесло голову немного. Но я просто напомню, что Путин 2012 года – это нелегитимный лидер. Это Россия, он нелегитимный лидер. Еще это человек, пришедший просто к абсолютной власти через гражданскую войну, фактически, через объявление гражданской войны. 3-й срок Путина нелегитимен. В России нет легитимной власти. В 2011 году он был хромой уткой, как вы помните. Ну да, и в общем-то рейтинги тогда даже Какие там ангажированные рейтинги? показывали. Когда да. мы вышли на Болотную площадь, его не было несколько дней, они все ушли под плинтус. Они-то знают, что они узурпировали власть. Они-то знают, что их место на скамье подсудимых. Они вполне готовились в одном из вариантов просто делать ноги. Вы это серьезно говорите? Абсолютно. Они прекрасно понимают собственную нелегитимность. Они прекрасно понимают собственную преступность. Они прекрасно понимают, что всю политическую элиту от Чурова до Кадырова просто можно сажать в тюрьму. Ну, по закону. По законам Российской же Федерации. Виктор Анатольевич, вы участвовали в протестах сам? Ваши все друзья... Дайте, секундочку, я просто договорю мысль, чтобы была понятна логика.
И вдруг выясняется, что он поменял парадигму, он поменял правила игры. По правилам игры европейским, по правилам игры цивилизованным, он авторитарный лидер, который захватил власть, посадил в тюрьму оппозицию, да, силовым образом, политзаключенные, нелегитимная власть, отсутствие выборов, отсутствие свободы слова, такой Лукашенко. Или Каримов Лайт, да, Узбекистан Лайт. В сущности, наше отличие от Беларуси или Узбекистана только в наличии ядерного оружия, места в Совете Безопасности. Только поэтому с Россией разговаривают. Если бы у России не было этого статуса международного и этих возможностей, кто разговаривает с Исламом Каримовым? Кто разговаривает с Лукашенко? Последний тиран Европы. Да? Был до Путина. Он сам сказал, теперь я предпоследний. Сказал, теперь я предпоследний. Да, конечно, конечно. Значит, и вдруг выясняется, что не об этом речь. Он поменял правила игры. Мы играли в шахматы, а вдруг выясняется, что мы играем в Чапаева. Да? И в этой игре он побеждает. Поменял правила. Его конь ходит не только буквой «Г», но и всеми другими буквами. Вот смотрите, были протесты, достаточно массовые, там 100 тысяч как минимум, уж там как ни считай были, да? Прошло всего 2 года, от протестов нет следа. Почему так эффективно у власти удалось погасить народные протесты, вот эти, которые были в Москве? Ну, тут и отсутствие традиций, скажем, в России, трагическое отсутствие традиций, превращение энергии протеста во что-то конструктивное, в смену власти. Вот понимаете, была Сорбонна, 68-й год, да, был 68-й год в Париже, который закончился тем, что изменилась политическая структура. Франция смогла перевести энергию протеста, вот эти вот булыжники, вывороченные из мостовой, столкновения с полицией, перевести эту энергию в изменение политического строя. А бывший студент, бунтарь Кон-Бенедикт, сейчас депутат Европарламента. Да? Значит, вот это пример того, как страна с традициями может привести народный протест, перевести народный протест во что-то и легитимное, и созидательное. Но у нас в России традиции иные, видимо, в России подавление очень совершенно нету традиций. Совершенно нету традиций превращения, и у элиты прежде всего, превращения энергии народного протеста в изменение. Поэтому Путин выбрал, и тут есть и с двух сторон взгляд, и Путин выбрал вариант силовой, вариант сломать о колено, что и совершил, и стал, собственно говоря, абсолютно нелегитимным лидером. Но в глазах людей он легитимен. В глазах людей он легитимен, как любой захватчик. Как сильный человек, как вождь, я не знаю, как вот это вождь назвать. Он стал после Крыма, вот об этом я и говорил. Он был просто человек, захвативший власть. То есть Крым был неизбежен вот в такой парадигме, в которой он развивался. В том-то и дело. Вот он до Крыма был просто человек, который захватил власть. И большинство это скушало, унылое скотское большинство, это скушало по русской традиции. Герцен писал, государство расположилось в России как оккупационная армия. Отношение к оккупационной армии. Ну, конечно, есть партизаны, есть какой-нибудь Навальный, да? Но большая часть при любой оккупации что делает? Живет под ней. Любого народа, просто живет под ней. Есть какие-то герои сопротивления. Франция тоже жила под оккупантами. Да? Все жили под оккупантами. Да? И так далее. Это не называется вождь. А вот Крым, возвращение идеи имперского величия, победа России, Россия, ничего, что мы не можем, ничего, что уровень жизни африканский, ничего, что коррупция, ничего, что нет легитимной власти, захвачена власть. Но зато мы снова возвращаем имперское величие. Крым наш. Но ведь и Крым наш, но все остальное плохо. Экономика падает, социальная сфера обрезается. Ну как люди могут этого не чувствовать и хотя бы чуть-чуть не предвидеть того, что... В том-то и дело, что академик Павлов писал печальные вещи про сознание. Он писал, что русский народ правополушарный народ. Очень важное, да? Очень важную вещь занимают и идеологемы. Вот это и есть наша в каком-то смысле такая печальная уникальность. Вот эта тема «затянуть пояса», это же уже стало такой нашей темой. Мы радостно затягиваем народ, радостно затягивает пояса во имя
А, Чадаев говорил, мы рождены, чтобы дать миру какой-то страшный урок. Россия продолжает давать этот страшный урок. Отсутствие обратной связи. И в этом некоторый секрет силы Путина и слабости санкций, допустим. Потому что в любой европейской стране администрация, которая обрушила национальную валюту, да, ухудшила... Она виновата, по крайней Да, мере, в этом. эта администрация просто идет вон сразу, ну, по определению. Человек обрушил вдвое национальную валюту. Человек довел до изоляции страны. Да? Выбросили, то есть понижение статуса. Администрация уходит. И есть инструменты для того, чтобы для смены. Но главное, есть понимание, что если мы стали хуже жить, то значит администрацию надо менять. В России тема затягивания поясов, эта тема будоражит какие-то очень тонкие и патриотические струны. Иррациональные. Нам же в качестве архетипа возвращают тему войны. Идет война. Какое уж тут благосостояние? Война. Россия против всего мира. Весь мир хочет погибели России. Путин, как всякий умелый авторитарный лидер, абсолютно связал себя с понятием страны. Это то, что не может посметь сделать ни один демократический лидер. Если Обама скажет, что он это Соединенные Штаты Америки, и что его администрация это и, да, как Володин сказал, что Путин это Россия. Да, вот если без кто-нибудь Обамы скажет, нет Америки, что да. без Обамы нет Америки, он пойдет к чертовой матери немедленно. Понимаете? Без Оланда нету Франции. Да кто ты такой? Ты текучий администратор. Пошел вон. Франция будет без тебя, как и была до. Да? У нас вот эта тема войны, ведь он же что сделал? Он внедрил с помощью очень успешной пропаганды эту тему, что Россия – это он, что Россия противостоит всему миру, что весь мир спит и видит уничтожить Россию. И тогда уж какое там благосостояние? Причем тут опустевший холодильник? Не до этого, брат. Война, война. Война, которая, как справедливо говорит пословица старая, все спишет. Все спешит. Для этих людей все, конечно, пока что. Здесь еще, как сказано у Островского, гиря до полу не дошла. Вот о гире до полу. Все-таки сейчас не период распада Римской империи, такой долгий, да? Есть ощущение, что события развиваются быстрее. Да? Глобализация, Вот. знаете, интернет. Да. Я бы хотел, чтобы вот до конца нашей передачи осталась минута, и вы все-таки попробовали сделать какой-то прогноз на будущее России, на будущее Крыма, на будущее Ничего мира. себе вы мне минутку дали на будущее мира. Не уложимся явно. Ну, давайте попробуем. Но до конца света успеем. Все ясно вообще, и мало что ясно в частности. Вообще ясно, авторитарные режимы в историческом смысле долго не живут, они не живучи. На энтузиазме энтузиазм хорошее топливо на короткой дистанции и очень плохое на длинной. Через какое-то время, конечно, холодильник побеждает телевизор. Через какое-то время. И мы видели, как 90% поддержка КПСС, 98%, во что она превратилась, когда опустили магазины, как это все рухнуло мгновенно. Это особенность авторитарных режимов. Они держатся долго, 90% рейтинги, потом рушатся одномоментно. Вы думаете, это так и будет? Это так и будет, это один вариант. Обрушение, второй вариант, к сожалению, медленная деградация. Обрушение даже, я бы сказал, желательнее, чем деградация. А медленная деградация – это что-то типа Брежневской эпохи? Это просто вымирание наций, медленное вымирание наций. Очень многие империи, очень многие народы, которые составляли костяк империй, мы их знаем по Библии, их просто нет. Да? Сегодняшнее место России, к сожалению, это не ее место 100 лет назад. Сегодня ни по населению, ни по экономике, ни по... Ну, то есть замашки имперские, а мускулы не те. Да, совершенно верно. И либо мы придем в себя... У России два пути, по большому счету. Вот сейчас я точно умещусь в полминуты. Либо мы становимся Восточной Европой и пытаемся начать движение хотя бы в том направлении, я не говорю наверстать, стать Данией или Польшей, но движение в том направлении по этим законам. Либо мы становимся западной частью Китая. Либо еще как вариант Северным ИГИЛом. Тоже неплохо. Да, это, по крайней мере, актуально в связи с тем, с войной, начавшейся в Сирии, Совершенно верно. Россия принимает участие. Совершенно верно. Россия сама по себе, об этом говорил Ходорковский, и это справедливо, сама по себе как цивилизация сегодня не выживает. Мы не можем никому ничего диктовать.
Мы либо присоединяемся к европейской цивилизации, либо все остальное. Спасибо, Виктор Анатольевич, за то, что пришли к нам в прямой эфир. Спасибо вам. Дорогие телезрители, всего доброго. У нас в гостях был Виктор Шендерович. До следующей встречи.